Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қайырлы күн. Қостанай облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында кезекті брифинг. Бүгінгі өтетін брифингтің тақырыбы Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті қызметінің қорытындылары туралы. Спикерімізден таныс болыңыздар. Дастан Думанұлы Сәмен, Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің басшысы. Сонымен қатар Дамир Жәкенұлы Тоғжанов, Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары. Уважаемые представители СМИ, добрый день. Мы приветствуем вас в региональной службе коммуникации Костанайской области. Сегодня у нас очередной брифинг на тему об итогах деятельности Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области. Спикерами выступают Сәмен Дастан Думанович, руководитель Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области. Токжанов Дамир Жакенович, заместитель руководителя Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области. Құрметті спикерлер, ақпараттық алаңымызға қош келдіңіздер. Сөз кезегін Дастан Думанұлы өзіңізге ұсынамыз. Саламатсыздар. Здравствуйте, уважаемые участники брифинга региональной службы коммуникации Костанайской области. Департаментом Агентства по защите и развитию Костанайской области в 2023 году проведена работа по основным нескольким направлениям. Первое – это принятие мер антимонопольного реагирования, то есть проведение расследований по нарушениям законодательства в области конкуренции. Второе – это изучение состояния конкуренции на товарных рынках. Третье – работа по устранению выявленных барьеров входа на товарный рынок. По первому направлению, в целях защиты конкуренции принимаются меры реагирования. В случае выявления нарушения антимонопольного законодательства департаментом выносится уведомление или предостережение, либо проводится расследование с наложением штрафа от 3 до 5% от оборота и с конфискацией монопольного дохода в некоторых случаях. На текущий момент департаментом ведется 4 расследования. Это в отношении производителей яиц куриного автотранспорта, железнодорожного оператора, акимата города Житикара. Первое – это в отношении ТО Жаскана 2006 по признакам установления монопольно высоких цен на все виды яиц. На сегодняшний день расследование приостановлено в связи с обжалованием приказа на назначение расследования. Второе расследование – это в отношении ТО Сарык-Автопром и Технопарк КЗ по признакам картельного сговора при участии в государственных закупках. Третье отношение в КТЖ «Грузовые перевозки» Костанайское отделение ГП по статье 186 ПК РК – это недобросовестная конкуренция в виде призыва к разрыву договора с конкурентом при оказании услуг подачи уборки вагонов. Четвертое – это в отношении ГУ аппарата акима города Житикара, Житигаринского района по антиконкурентным действиям госорганов, именно в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение. В целом, департаментом по признакам нарушения антимонопольного законодательства за 2023 год завершено 6 расследований в отношении производителей молочной продукции, ритейльных агентств, высшего образования, поставщиков детского питания, а также в других государственных органов, это аппарат акима Житигаринского района и отдела образования города Костанай. Возбуждено 4 административных дел за нарушение законодательства в области конкуренции и наложено штрафов с конфискацией монопольного дохода в размере более 21 миллиона тенге. Некоторые административные дела находятся на стадии обжалования в различных судебных инстанциях. К примеру, это итоги расследования в отношении ТО ДЕП и ТО МИЛК по признакам согласованных действий при установлении цен на молоко пастеризованное 2,5 жирности. Это у нас является социально значимым продуктом питания. Также департамент в рамках использования института мягкого права департаментом было вынесено 16 уведомлений. Так, на примере департамента было выдано уведомление в ТО машиностроительный завод МТЗ Казахстан по злоупотреблению части применения разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектом рынка или потребителем без объективно оправданных на то причин. На сегодняшний день уведомление исполнено со стороны товарищества, проведен анализ, предприняты все необходимые меры для регулирования ценовой политики
предприятия и недопущение применения разных цен при реализации одних и тех же товаров. Также были изучены заключенные договора за указанный период и приведены к единой форме проекты договора с идентичными условиями в целях недопущения нарушения законодательства в области конкуренции. Также еще один пример – это исполнение уведомления ТО ЭПК «Фарфайт» позволило выйти на рынок реализации установки электросчетчиков новому поставщику ТО «Вавьет Азия». Также акиматами Житомирского района города Кустаная в целях исполнения полученных уведомлений начаты работы по подготовке к проведению конкурсов на определение поставщиков по сбору, вывозу, захоронению твердобытовых отходов в рамках централизованной системы, которая должна функционировать в каждом городе и районе. Вот таких уведомлений у нас департамент вынесено 16. А если по второму направлению работы департамент, это по изучению ситуации на товарных рынках, это департаменту дается оценка развития точки зрения конкуренции, рекомендация по дальнейшему развитию либо устранению имеющих барьеров. За отчетный период департаментом проведено 32 анализа оценки состояния конкуренции на товарных рынках, изучены рынки и предоставление санитарных услуг, муки пшеничные, макаронных изделий, строительно-монтажные работы, реализация жирно-нефтяного газа, реализация авиатоплива, подключение потребителей к природному газу, реализация молока и другие. В целом, из изученных рынков мы можем сказать, что только в 4 рынках достаточно хорошо развита конкуренция. Это рынки пшеничной муки, рынок оказания услуг строительно-монтажных работ при подключении к природному газу, реализация ГСМ и реализация нового жилья, первичного жилья. То есть на сегодняшний день департаментом изучается еще один рынок. Это рынок оказания услуг хранения зерна, то есть ХПП. Проведение анализа даст понимание того, насколько развиты те или иные рынки в нашей области. Такие барьеры существуют на конкретных товарных рынках, были злоупотребления рыночной властью со стороны доминантов рынка. В целом, злоупотребление рыночной властью в большинстве своем влекут большие последствия не только изученным товарном рынке, но и в смежных отраслях, а также не позволяет рынку развиваться, части усиления честной конкуренции, что может привести к дальнейшей монополизации рынка. По третьему направлению развития конкуренции заключается в том, что выявление и устранение существующих барьеров для входа на рынок и снижение доли участия государства в экономике. В этой цели при департаменте в рамках реализации государственной концепции «Существующее государство» работает диалоговая площадка Open Space, где предприниматели области совместно с заинтересованными государственными организациями озвучивают проблемные вопросы, препятствующие развитию бизнеса. С начала года проведено 24 заседания по всем выявленным барьерам, ограничивающую конкуренцию, ведется работа по их устранению. При департаменте по защите и развитию конкуренции по Кустанайской области функционирует также совет по устранению барьеров входа на товарный рынок. Он состоит из 13 членов, из которых только 1 государственный служащий и 12 это предприниматели бизнеса, общественных объединений, члены Палаты предпринимателей Кустанайской области. Департаментом с начала 2023 года проведено 15 заседаний Совета по барьерам, на которых рассмотрено 17 вопросов. Из них 13 вопросов было направлено на включение в Республиканский совет, так как вопрос является республиканским. И 4 было устранено на региональном уровне. В этом году были рассмотрены вопросы начисления НДС, исключения требований наличия разрешения экологического воздействия, оказания ритальных услуг, сельского хозяйства, получения экспертизы, цен на лекарственные средства. Заключение договоров на электроснабжение, услуги сбора и вывоза ТУБО, субсидирование инвестпроектов, государственных закупок и так далее. На текущий момент департаментом региональном уровне исключены 4 барьера. Это исключен барьер на рынке энергоснабжения. Так, на одном из заседаний Совета был рассмотрен
вопрос заключения договора на оказание услуг передачи электроэнергии. На текущий момент договор заключен. Обеспечен равный доступ к городскому кладбищу в городе Рудный со стороны администрации кладбища. Начата работа акиматом Житыринского района, подготовки проведения конкурса для проведения определения поставщика по централизованному вывозу мусора. Внесено уведомление акимату города Житыгара, проводится расследование по предоставлению на 49 лет земельных участков под контейнеры для сбора мусора. По третьему направлению снижения участия государства в экономике департамент проводится работа по мониторингу деятельности государственных предприятий на предмет осуществления видов деятельности, которые не было получено согласие антимонопольного органа. Согласно текущему законодательству запрещено создание или изменение видов деятельности государственных предприятий или государственных юридических лиц без согласования антимонопольного органа. Согласно плану, в этом году департаментом необходимо провести мониторинг деятельности всех государственных предприятий и юридических лиц с долей участия государства. При этом нами были изучены уставная деятельность 209 государственных предприятий из 267 всего предприятий по области. По итогам работы было выдано 40 предписаний об исключении и приостановлении осуществления видов деятельности, не предусмотренных действующим законодательством и уставом предприятия. Предприятия выданы колледжам, предприятиям в сфере здравоохранения, учреждениям в сфере культуры, также СПК ТАБУ. Предписанием предусмотрено исключение следующих видов деятельности. Это выпуск продукции, изготавливаемый процесса обучения, дополнительное преподавание специальных курсов дисциплин, услугу, оказанную применением оборудования предприятия в процессе учебно-производственной деятельности, также виды СПК ТАБУ по предоставлению в аренду легковых автомобилей. Таким образом, департаментом проводится комплексная работа по развитию и защите конкуренции на территории Костанайской области. У меня все. Спасибо за внимание. Дастан Думанұлы келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Келіп түскен сұрақтар легі жоқ. Сол себептен біз брифингті аяқтауды ұсынамыз. Назарларыңызға көп рахмет. Уважаемые участники, мы завершаем наш брифинг. Спасибо за внимание.